вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева и в начале главных тем. Развитие туристического кластера. За счет такого рода возведения зданий, сегодня сооружений непосредственно канатных дорог, горнолыжных трасс, это является точкой притяжения туристов. С учетом поддержки на федеральном уровне курорт-ведущие ждут новые преобразования. Обмен опытом и новые инициативы. Ваше выступление должно уменьшаться и увеличиваться без потери смысла. В Грозном продолжает работу образовательная программа «Школа мэров». Ее стихи – это вечная музыка души. Едем, перед нами 100 дорог, и к каким еще соседям нас помчит единорог. В Национальной библиотеке столицы прошел творческий вечер, посвященный памяти известной поэтессы Марины Цветаевой. Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с руководителем администрации президента Российской Федерации. Встреча с Анатолием Маваиной состоялась в рамках рабочей поездки главы региона в Москву. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов. Анатолий Эдуардович дал высокую оценку темпам социально-экономического развития субъекта, отметив, что это заслуга команды патриотов, основанной первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмад Хаджи Кадыровым. В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров поблагодарил руководителя администрации за постоянную поддержку по каждому из озвученных вопросов. В Грозном открыли центр спортивной борьбы имени Бувейсара Сайтиева. В торжественной церемонии принял участие Рамзан Кадыров. В своем выступлении глава отметил, что трехкратный олимпийский чемпион был не только талантливым атлетом, но и человеком с большим сердцем, путь которого вдохновляет множество молодых спортсменов. В рамках открытия состоялось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти Сайтиева. Репортаж Рамзана Абоева. 19 тысяч квадратных метров, 8 зон для тренировок, 3 ковра для соревнований мирового масштаба. Это топ-уровень Республиканского центра спортивной борьбы имени Бувейсара Сайтиева. И, конечно, на его открытии только лучшие атлеты России. Это совершенно особое сегодня событие. Оно далеко не вмещается в рамки чисто технических задач, которые здесь решает этот чемпионат. Конечно, в первую очередь это дань огромнейшего уважения и огромной боли в связи с уходом нашего друга, нашего брата. Это люди, подобные Бувейсару, доказывают своими достижениями, умением переступить через слабости, через невозможности, что границы человеческих возможностей, они бесконечно. Министр по физической культуре и спорту Ахмад Кадыров выразил уверенность, что из стен Республиканского центра спортивной борьбы имени Бувейсара Сайтиева выйдет не одна плеяда талантливых атлетов-чемпионов, покоривших мировые арены. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие гости, спортсмены и тренеры, сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать значимое событие для нашей республики и всего спортивного сообщества. Открытие Республиканского центра спортивной борьбы имени выдающегося спортсмена современности трехкратного олимпийского чемпиона Бувейсара Сайтиева. Это не просто спортивный объект, это символ наших стремлений, наших побед и нашей гордости. Открытие этого центра стало возможным благодаря усилиям нашего национального лидера, главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и успешной реализации федеральной адресной программы. Как мы знаем, спорт – это не только физическая активность, но и важный аспект воспитания молодежи, формирования их характера и духа. Именно здесь, в стенах этого центра, наши юные спортсмены смогут развивать свои навыки, стремиться к высоким достижениям и, возможно, повторить путь таких выдающих личностей, как Бувейсар Сайтиев. Эффектная реализация созидательного пути нашего первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова Далгазов Обалдольцин и дальновидная политика Рамзана Ахматовича позволили создать в нашем регионе лучшие условия для занятия физической культурой и спортом. Этот центр станет важным дополнением к уже
уже существующим объектом республики. Здесь будут проходить тренировки, соревнования, мастер-классы с участием ведущих тренеров и спортсменов. Мы уверены, что он станет кузницей чемпионов и местом, где будут закладываться основы будущих побед. В своем выступлении Рамзан Кадыров отметил, что трехкратный олимпийский чемпион был не только талантливым атлетом, но и человеком с большим сердцем, путь которого вдохновляет множество молодых спортсменов. Уважаемые друзья, дорогие гости, сегодня мы отдаем дан памяти выдающему спортсмену, трехкратному олимпийскому чемпиону Буайсару Сайтиеву. Его имя носит этот уникальный объект и улица, на которой он расположен. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров уделял спорту особое внимание. Регулярно встречался с спортсменами. На одной из таких встреч присутствовал и Буайсар Сайтиев. И тогда в ходе беседы Буайсар показал, что он всей душой переживает за судьбу своего народа. Он полностью разделял позицию Ахмата Хаджи Кадырова и во всем его поддерживал. Буайсар Сайтиев на протяжении всей жизни показывал себя только с хорошей стороны. Он достиг высот не только на олимпийском пьедестале, но и общественной политической деятельности. Был настоящим патриотом и трудился во благо своего народа и страны. Спорт воспитывает человека дисциплину, формирует характер и дух. В этом центре созданы лучшие условия для тренировок и развития своих спортивных навыков. Я желаю всем спортсменам удачи и достижения новых высот. Уверен, что вы будете стремиться повторить путь нашего чемпиона Буайсара Сайтиева. Аллаху Акбар, Ахмад Сила. После состоялась церемония награждения. Глава вручил высокие награды и благодарственные письма представителям Чеченской Федерации спортивной борьбы, сотрудникам профильного министерства, тренерам и спортсменам. Указом главы Чеченской Республики за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении должностных обязанностей, присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» Бачаеву Руслану Маулаевичу, вице-президенту региональной общественной организации Федерация спортивной борьбы, Садикову Вахарсултану Вахаммурадовичу, тренеру-преподавателю Республиканской спортивной школы имени Деги Багаева. Почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» присваивается Узаеву Магомеду Альвиевичу, заместителю министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Почетным знаком за трудовое отличие Закриев Джамбулат Исаевич, директор управления по обеспечению деятельности Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Наградили почетным званием и министра по физической культуре и спорту. Присвоить звание «Почетный гражданин города Грозный» Кадырову Ахмату Рамзановичу, министру Чеченской Республики по физической культуре и спорту. На мероприятии присутствовали члены семьи Буайсара Сайтиева. Старший сын Абдурахим поблагодарил главу за всю поддержку, которую оказывал его отцу и оказывает сейчас родственникам. Хотелось бы начать со слов благодарности. В первую очередь поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за всю помощь, что он оказал не только моему отцу, но и всей нашей семье, за поддержку, которую он проявил в этот тяжелый для нас момент. Также этот спорткомплекс, названный в честь отца, тоже, безусловно, повод для гордости для нас всех. И также он помог нам справиться со всей этой тяжелой ситуацией. Напоследок скажу, что каждое утро отец выходил с одной вот этой целью – развития спортивной борьбы в стране. Хочу поблагодарить всех тех, кто продолжает его дело. После разрезания красной ленты гостям рассказали о центре. Наблюдать за поединками здесь смогут 2000 любителей этого красивого вида спорта. Имеется и гостиница из 60 комфортабельных номеров. Приветствуем вас в стенде в памяти легендарного борца Буайсара Хамидовича Сайтиева. Тут представлены некоторые медали из его огромной коллекции, то есть именно 3 золотые олимпийские медали. Вот это первая его олимпийская медаль 96-го года, после которой он произнес свои, скажем, фирменные слова о нашем народе в самое тяжелое время, что он будет рад, если чем-то отвлечет наш народ от тягот войны. Это вторая
олимпийская медаль, 2004 год, Афины. Это третья олимпийская медаль. Мы все знаем, как вы помогли ему попасть на Олимпийские игры, после которого он стал одним из нескольких трехкратных олимпийских чемпионов. Вот представлена фотография с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмат Хаджи Кадыровым, Далгазов Побалдойцем. Мы все знаем, с каким уважением, почтением к нему относился Ахмат Хаджи Кадыров. И относились, и относитесь по сегодняшний день вы. За это мы вам всем благодарны. В рамках открытия состоялось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Примечательно, что первое спортивное событие посвящено памяти Буайсара Сайтиева. В соревнованиях принимает участие около 500 спортсменов из 49 регионов страны. Вначале показали видеоролик о жизни олимпийского спортсмена. Человек-легенда, достояние страны. Он посвятил свою короткую, но очень яркую жизнь служению всем народам. Министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров в приветственном слове к участникам первенства назвал его праздником великого духа спорта. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, гости и участники, только что официально открытый нами Республиканский центр спортивной борьбы принимает первое спортивное мероприятие первенства России по вольной борьбе среди юниоров, посвященное памяти спортсмена современности, трехкратного олимпийского чемпиона Буайсара Сайтиева. Это знаковое событие для нашей республики. Эти дни 472 атлета из 49 регионов России сражаются за звание лучшего. Это в очередной раз доказывает, что вольная борьба продолжает оставаться одним из самых зрелищных и популярных видов спорта. Буайсар Хамидович Сайтиев оставил яркий след истории борьбы своими выступлениями и достижениями. Он вдохновил миллионы молодых людей на занятия спортом. Трудно переоценить его вклад в развитие борьбы в нашем регионе. И проводимый нами сегодня турнир дань глубокого уважения этому выдающемуся спортсмену. Все это стало возможным благодаря усилиям главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. От имени всего спортивного сообщества региона выражаю нашему национальному лидеру искреннюю благодарность за решение назвать Республиканский центр спортивной борьбы имени Буайсара Сайтиева, тем самым увековечивая его память и заслуги. Мы обязаны помнить о тех, кто вдохновляет нас на великие дела, и продолжать развивать спорт, следуя примеру великих чемпионов. В завершении своей речи хочу пожелать всем участникам зрелищных выступлений, а гостям ярких эмоций. Буайсар Сайтиев – трехкратный олимпийский чемпион, 6 раз становился чемпионом мира и столько же раз лучшим на чемпионатах Европы. Ушел в праведный мир 2 марта, не дожил до своего 50-летнего юбилея. 9 дней. Почтить память легенды спорта пришли прославленные спортсмены и олимпийские чемпионы, друзья и коллеги. Любители нашего прекрасного вида спорта, при вашей непосредственной поддержке состоялось вот это чудо. Ответственность колоссальная лежит на нас, на всех тех, кто берет на себя ответственность развивать этот вид спорта, доказывать свою состоятельность. Вдвойне ответственно, потому что этот дворец будет теперь в веках носить имя великого нашего друга и брата, великого сына России и Чеченской Республики Буайсара Сайтиева. Будем достойны памяти этого человека. Рамзан Ахматович, вам низкий поклон и слова огромной благодарности от всего мирового сообщества. Убежден, это станет центром притяжения всей мировой борьбы. Такой турнир, то, что он будет ежегодным для нас, для земляков Буайсара, очень значимо. Буайсар – это мировая личность. Я уверен, что на такие турниры будет привлечено еще больше людей, и он в дальнейшем будет масштабнее, чем то, что есть сегодня. И огромная благодарность руководству республики, что есть такой турнир, есть такое помещение, есть такая арена, такой зал имени не то что великого спортсмена, а великого человека. Я хочу искренне поблагодарить от себя и от всех ауковцев Рамзана Ахматовича Кадырова, который удостоил это прекрасное здание именно Сайтиева Буайсара. Я уверен, что Сайтиев был бы рад видеть такое прекрасное. Будем считать, что он с нами всегда. Изначально с юниорского возраста поддерживал, мотивировал
И везде на соревнованиях он все результаты контролировал. Очень такая поддержка, опора была для меня. Да, Гештелца. На самом деле очень крутой центр. Мы посмотрели щедрый подарок от главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича. Магомед Салих Аздамиров в весовой категории до 50 килограммов одержал уверенную победу с большим отрывом от соперника. Признается, долго шел к званию чемпиона. Подготовиться планировалось турнир. Победителям и призерам вместе с грамотами, кубками и поясами вручаются и денежные поощрения в размере от 25 до 100 тысяч. Первенство продлится до 20 апреля. Чествуя память Буайсара Сайтиева, этот турнир подчеркивает, спорт – это наследие, передающееся из поколения в поколение. Он воспитывает дух товарищества и открывает широкие возможности для развития молодых талантов, выходя за рамки одной лишь борьбы за медали. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Теперь он станет еще краше. Ведущий готовится к масштабной модернизации, которая выведет его на качественно новый уровень. В рамках рабочей поездки курорт посетил Сергей Назаров. Он оценил темпы развития, перспективы расширения потенциала как ключевого туристического центра Северного Кавказа. Медина Мударова продолжит. Дополнительные 4 пассажирских подвесных канатных дорог, 14 километров горнолыжных трасс, система искусственного снегообразования. И это еще не все объекты, которые в скором времени появятся на курорте Ведучи. Высота новой канатной дороги составит 85 метров, а протяженность 4,5 километра. С пропускоспособностью 2400 человек в час. Подобных дорог, как Ведучи Лайдуан, в мире насчитывается чуть больше 10. Она свяжет горные пики северного и южного склонов горы. Это самый масштабный, а вместе с тем и сложный проект. Его возведение проинспектировал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Что здесь нужно полностью, чтобы закончить нижнюю станцию? Фундамент у нас готовый, сейчас конструктив мы перейдем обсудить. С точки зрения механической части, как мы говорим, тут в принципе осталось там 2 фасады повесить, да, собственно, и к регулировке. Перейти. По внутренним, значит, в привязке к канатной дороге это электротехническая часть, вся автоматизация, собственно говоря, и там пусконаладочная работа. 90% станции уже смонтировано. Завершено бетонирование фундаментов, опоры и железобетонных конструкций канатных дорог. Осталось протянуть сам канат. Ведутся монолитные работы в административном здании, возведенный просторный гараж, предусмотренный для 24 кабин. К слову, каждая будет вмещать в себя до 30 человек. Благодаря новым объектам к 2030 году курорт планирует принять 240 тысяч туристов. Тут необходимы точки притяжения, чтобы люди ехали сюда и действительно получали удовольствие от сервиса, получали удовольствие от тех локаций, которые здесь надо расширять. У меня есть серьезная надежда, что курорт будет весьма привлекательный. Более того, что с точки зрения логистики, если говорить об аэропорте, он достаточно, наверное, самое короткое плечо. Одно из преимуществ – это тоже будет хорошая логистика сюда, доставки людей, желающих отдохнуть на этом курорте. Строятся и другие места отдыха. Гости осмотрели небольшой торговый центр, где в скором времени можно будет перекусить и приобрести сувениры. Облагораживается и прилегающая территория. Здесь разместилась детская площадка и зона пикника. Проекты реализовываются совместно с Кавказ РФ и сыграют важную роль для экономики региона, подчеркнул вице-премьер, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев. За счет такого рода возведения зданий, сегодня сооружений непосредственно канатных дорог, горнолыжных трасс, это является точкой притяжения туристов, и большинство желающих покататься в таком немножко экстремальным видом деятельности, позаниматься, что непосредственно отображается, как мы отметили, на туристическом потоке. Это, конечно же, и общепиты, рестораны. Все это по такой геометрической прогрессии приобретает синергетический эффект и, можно сказать, очень положительно влияет на экономику нашего региона. Курорт Ведучи открылся в 2018 году. Живописные пейзажи, горнолыжные трассы, современные отели, рестораны и, конечно же, природа. Это то, что так тянет гостей возвращаться в это место вновь и вновь. В скором времени курорт предложит своим посетителям еще больше возможностей для активного отдыха. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика.
270-й отдельный мотострелковый полк «Ахмат Кавказ» – современное боевое подразделение вооруженных сил Российской Федерации. Это 5-й полк, созданный на территории региона, целью которого является усиление группировки войск в зоне СВО на Украине. Его бойцы успешно справляются с поставленными задачами и нередко награждаются орденами и медалями за их выполнение. Подробнее расскажет Валентина Гусевская. Резван Тавгиреев в своей жизни успел побывать пожарником и полицейским. Всего в профессии охраны правопорядка 21 год. Но главная мечта последних лет – вступить в полк «Ахмат». Совсем недавно она сбылась, и он поступил на службу 270-го мотострелкового полка «Ахмат Кавказ». Еще с детства мне нравилось смотреть передачи про военную службу, как обучают в армии. Мне самому это захотелось, но так получилось, что по окончанию школы я поступил в милицейскую академию. Там отучился, работал в органах внутренних дел долгое время. И когда началось СВО, у меня вообще чувство патриотизма, любовь к родине еще сильнее зародилась. Я хотел туда попасть, было несколько попыток, не получалось. И в итоге мне получилось попасть в Ахмат Кавказ, чему я более чем рад. Сформированный полк начал свою работу только в этом году. Само его название предполагает в автопарке наличие военной техники для передвижения и ведения боя. Здесь стоят Уралы, они идут строевые, эти Уралы. Здесь Тигры, которые идут боевые. И дальше там идут бронированные Уралы, тоже боевые. С начала специальной военной операции по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в регионе созданы 5 полков и 5 батальонов. Сегодня в самых важных направлениях спецоперации выполняют боевые задачи более 11 тысяч наших бойцов в подразделениях Минобороны, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда МВД по Чеченской Республике. На территории полка, можно сказать, небольшой город. Здесь есть столовая, мечеть, актовые и спортивные залы. Главное место – это управление. А большинство бойцов проживают в казармах. Их расположили на первом этаже. Несмотря на недавнее заселение бойцов, система несения службы уже налажена. Где проживают наши военнослужащие, сейчас их нету, они на зарядке сейчас. По дорожной карте насчитывается около 24 национальностей. Это, можно сказать, вся география всей России. Первостепенная задача по боевому слаживанию. Военнослужащие направлены на пункт обучения. И через 2-3 месяца можно будет уже выполнять боевые задачи, поставленные руководством Российской Федерации в любом регионе. Для каждого бойца обязательно предусмотрено современное отечественное оружие, которое выдается по записи. Также в главном управлении находится медицинская часть. Были приглашены специалисты из различных регионов, из числа наших земляков, которые работали в Москве, в Туле и в других городах, а также специалисты из республики, которые отозвались. В составе медицинской службы состоят терапевты, хирурги-травматологи, анестезиологи и реаниматологи высшей категории для оказания качественной и своевременной медицинской помощи. Сумка фельдшера весом почти 19 килограммов выдается каждому медику, а для бойцов лично есть такая мини-версия для оказания неотложной помощи себе или товарищу. В полку «Ахмат Кавказ» числится 2010 военнослужащих. Большинство из них бойцы. Также есть сотрудники штаба по 4 направлениям: оперативная служба, служба связи, разведка и служба войск. Как только полк начал формироваться, наш командир полка начал специалистов подбирать по всем направлениям, в том числе и работников штаба и начальника штаба. У нас специалист довольно высокого уровня, закончивший академию, и все его заместители также по своему направлению. И по оперативной работе, и по службе войск, по связи, по всем направлениям специалисты высокого уровня у нас подобраны. За мужество и профессионализм 7540 наших бойцов удостоены высоких государственных наград. Полк «Ахмат Кавказ» готов продолжить доблестные традиции региональных подразделений. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова продолжает проводить масштабные благотворительные акции. В очередной раз организовали раздачу продуктовых наборов для остро нуждающихся семей. Наш корреспондент отправился вместе с волонтерами, чтобы увидеть, как проходит акция. Слово Медины Мударовой.
42 тысячи мяса птицы, 126 тысяч буханок хлеба. Акцию традиционно проводит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Помощь получили все остронуждающиеся семьи республики. Пакеты с продовольствием волонтеры приносили прямо к порогу дома. Такой добрый жест для нуждающихся – это уже традиция, продолжающаяся многие годы. Жители не перестают выражать слова благодарности в адрес руководства субъекта за постоянную заботу и внимание. Där obel särdoil Ahmad Haji fondir tron kunna dokol kol. Der reis khul karton gokhul shokna khazni khsan gokhul dal obel särdoil qar. Руку помощи фонд протягивает жителям всех районов республики. Без внимания не осталась ни одна семья. Люди благодарят президента фонда Аймани Несиевну и главу республики Рамзана Кадырова. Del reis khulchin kantin Ramzanina chin husnan aymanina aymani chin kan Ramzan haji masete даг надо чуманде да сарвина. От равнинных до самых высокогорных районов, городов и труднодоступных населенных пунктов. Каждый житель республики знает точно, что при встрече с бедой он не останется один. Глядя на эти благодарные лица, понимая, что поддержка действительно кстати. Рамзан Хаджи Аймани Хаджи Харсаган Сдал Обл Дуэль. Дала Обл Дуэль Рамзан Хаджи Анд Хаджин Ири Массир Хальмелди Рич Мочинтир Дала Обл Садил. Дала Сагюэль Харвезен Дел. Рам Патшан Рамзан Натир Чундейна Нана Айманина Ахмад Хаджина Сар Массана Тир Саг Дуэль Хадок Штур Саг. Продуктовая помощь нуждающимся неоценима и является большим благом. Это далеко не первая и не последняя акция от фонда. Они будут продолжаться день за днем, поддерживая семьи. Медина Мударова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке республики прошел вечер, посвященный памяти легендарной поэтессы под названием «Грозненский костер» Марины Цветаевой. Марина Цветаева – это вечная музыка души. Ее стихи полны страсти и боли, находят отклик в сердцах людей всех поколений. Впечатлением поделится наш корреспондент. Цветаевские костры – это ежегодное международное событие, связанное с творчеством и личностью великой русской поэтессы. Здесь звучат ее поэзия, проза, письма, романсы на стихи поэтессы, гости исполняют собственные стихи и песни. Поскольку мы знаем, что вот в эти дни по всей России проходят цветаевские костры, их зажигают практически во всех регионах России, и таким образом отдавать дань уважения, почтения к творчеству Марины Цветаевой. Вот Чеченская Республика в этом году впервые присоединилась к этой масштабной акции, поэтому очень много делается для популяризации классической литературы, принимаются целые проекты, целые какие-то делаются программы. Но мы сегодня стали свидетелем того, что классика, она остается неизменной. И дети показали прекрасные знания литературы, прекрасное чтение. В Чеченской Республике данное мероприятие проходит впервые благодаря президентскому фонду культурных инициатив, в котором город Грозный выиграл грант «Лидер чтения города Грозный». В результате было посещено более 60 школ, проведены отборочные игры, итогом которых стал творческий вечер в Национальной библиотеке. Вечер в Грозном открылся символической акцией с зажжением костра Цветаевой, в ходе которой во дворе Национальной библиотеки разожгли настоящий костер. Далее прошел конкурс чтецов, в котором юные почитатели творчества поэтессы декламировали любимые стихи Цветаевой. Тут же участников творческого вечера ждала интеллектуальная игра «Что, где, когда», также посвященная поэтессе. Я выиграла в конкурсе чтецов, и я рассказывала стих «Колыбельная Айси» Цветова. Мне очень нравятся ее стихи, хоть и недавно о них узнала, но мне очень понравилось все.
особенно то стих, который я читала. Цветаевские костры – это праздник слова, и горят они ежегодно, не угасая, на всех континентах, вспыхнув от искр русского Цветаевского костра, от которого и зародилась эта традиция. Марина Цветаева – одна из ярчайших звезд русской поэзии. Гениальная поэтесса, чья биография пропитана как счастливыми, так и трагическими моментами, она оставила миру бесконечно прекрасные и глубокие стихи. Многое довелось пережить в Одессе, прочувствовать и воплотить в слове, по которому так легко узнается. Цветаева. Ислам Нацурова, Эльвира Межидова, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В рамках образовательной программы школы мэра в Грозном состоялся 4-й день интенсивного обучения, в ходе которого участники посетили Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Будущие градоначальники познакомились с уникальной учебной базой, где готовят профессионалов высокого уровня. Также им провели мастер-класс по огневой стрельбе. Репортаж Валентины Гусевской. Муниципальные служащие со всей страны провели 4-й день в Чеченской Республике, совершенствуя знания в рамках образовательного модуля «Хозяйственная деятельность и развитие территорий». Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева собравшиеся практиковались в публичных выступлениях. Ваше выступление должно уменьшаться и увеличиваться без потери смысла. После участники программы посетили Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Здесь проходят подготовку добровольцы со всей страны перед тем, как направиться в зону проведения специальной военной операции. Проживают они в палаточном лагере. Занятия они проходят на наших стрелковых галереях и в учебных классах, опять же под руководством инструкторов Российского университета спецназа. Комплекс проходит, значит, цикл занятий составляет 2 недели. После этого они отправляются уже в зону проведения СВО. Здесь проходят самую основную базовую подготовку по таким направлениям, как огневая подготовка, тактическая медицина в обязательном порядке, инженерная подготовка. Если есть необходимость, то проходит более углубленная подготовка по таким направлениям, как снайпинг, артиллерийская подготовка, то есть минометная, и подготовка гранатометчиков. Экскурсия по территории продолжилась на автомобилях высокой проходимости по бездорожью «Багги». Самое интересное, Чечен-Авто «Багги» собирает здесь, на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина. В этих ангарах сначала делают рамы, красят их, на завершающем этапе все комплектующие соединяют. В центре «Багги» используют для тренировок, приближенных к боевым действиям. Благодаря сборке из отечественных составляющих всегда есть детали для ремонта. За руль посадили участников, которые отлично ездят на механике. Уникальная машина, я уверен, что она очень пригождается и нашим бойцам на фронте, но и уверен, что и в мирной жизни, когда мы обязательно победим, она тоже найдет свое применение. Поэтому очень понравилось. Также участникам провели мастер-класс по огневой подготовке. Необходимо было попасть в цель в движении. Несмотря на сильный ветер, многие успешно справились с задачей. Я увлекаюсь охотой с детства, и чтобы поддерживать свой навык, регулярно хожу на полигон. Такие вот военно-прикладные знания важны как никогда. В любой момент мы же ответственны за организацию территориальной обороны у себя на территориях, поэтому самый лучший способ агитации, пропаганды – это личный пример. Поэтому как я могу кого-то к чему-то призывать, если я сам не владею оружием? Программа «Школа мэров» реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии при поддержке администрации президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Обучение проходит 9 месяцев в разных городах России. Грозный принял более 80 участников. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В столице республики состоялась крупная ярмарка вакансий. Мероприятие стало важной площадкой для трудоустройства жителей и развития кадрового потенциала региона. Это отличная возможность найти достойную работу без необходимости выезда в другие регионы. О ходе ярмарки расскажет Мадина Нусалчиева. Ежегодно ярмарка вакансий собирает вокруг себя настоящий ажиотаж. Масштабное событие посетил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр труда, занятости и социального развития региона Усман Баширов и министр образования и науки субъекта Хошбау Дидаев. Первый квартал прошлого года в республике около 8% безработицы, а в конце года, на 1 декабря 2024 года, республика до 5% безработицы военной республики. Там на сегодняшний день 4% безработицы военной, цугубрат мудачевой, дохля амбар, вапач, даваз побудуется, не вапач, наушен, воды даус, белаш, мисли, нагрудуется, ваю безработицы, орден, ешь, рыбоншка.
например, любой район халячи, есть только что, ищ белый все, ищ пробует, что она войдет, Более 2000 вакансий стали доступны на ярмарке трудоустройства. Предложения от работодателей были в самых разных направлениях – от строительства и медицины до производства и туризма. Аргунский мясокомбинат – это один из крупнейших поставщиков СКФО. Аргунский мясокомбинат взаимодействует активно с нашими вузами. Также мы стремимся к активному партнерству и нанимаем высококвалифицированных специалистов и стремимся нанимать также для профессионального роста молодых специалистов. Наши двери всегда открыты, и мы активно публикуем вакансии. Представители разных университетов и колледжей подготовили для будущих студентов детальные презентации о своих направлениях. Школьники смогли узнать о программах обучения, требованиях к поступлению, а также о перспективах профессий, востребованных на рынке труда. Наш колледж, Чеченский аграрно-технический колледж, мы с 2021 года уже обучаем студентов, специалистов. У нас есть такие специальности, как ветеринары, агрономы, социальная работа, экономисты, бухгалтера. Учитывая, что специальности, востребованные специальности, то есть на сегодняшний день в республике есть спрос по данным направлениям, и ветеринары, агрономы – это такие специальности, где не хватает специалистов. Поэтому молодые люди после 9 класса, те, кто уже душой хотят работать именно в данном направлении, они с большой охотой идут обучаться. Ярмарка завершилась, но для многих это стало только началом новой главы в их профессиональной жизни, полной новых возможностей и свершений. Ярмарки вакансий на сегодняшний день стали популярным инструментом для поиска работы и привлечения кадров. Такие мероприятия дают преимущество как для соискателей, так и для работодателей. После регионального этапа планируют федеральный, который запланирован на июнь. Мадина Нусалчиева, Джабраил Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.